Республика отметила сразу несколько праздников. Столице исполнилось 197 лет. Также чествовали учителей и чеченскую молодежь. Начались торжества рано утром с возложения цветов к мемориальному комплексу «Славы». Среди многочисленных гостей и бывшие жители Грозного. Слово Азии Исаевой. К празднованию 197-летия столицы здесь все готово. С самого утра практически по всему городу концерты и гуляния, угощения и встречи, несмотря на пасмурную погоду, которую, впрочем, мало кто замечал. Одним из первых, кто пришел сегодня к мемориальному комплексу «Славы», бывшие жители Грозного. В 90-е в связи с трагическими событиями им пришлось покинуть республику. Однако сегодня они не упускают возможности посетить малую родину и встретиться с теми, с кем когда-то вместе учились и работали. Я всегда переживаю, подъезжаю на поезде, и у меня сердце трепещет. Новый Грозный – это просто сказка. И каждый год, сколько мы уже сюда ездим после тяжелых дней, 20 лет мы приезжаем, город становится все лучше и лучше, все краше и краше. Начались официальные торжества по традиции с возложения цветов к мемориальной плите памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии также приняли участие многочисленные делегации не только из северокавказских республик, но и различных городов России. В числе высокопоставленных гостей был и посол Пакистана в России Захир Джанджуа. Сразу после гости посетили музей, посвященный жизни и деятельности первого президента, в котором представлены его личные вещи и фотографии. Роль Ахмата Хаджи Кадырова в восстановлении мира и восстановлении города сегодня вспоминали не раз. Ведь тогда, в начале 2000-х, многие были уверены, на прежнем месте Грозный уже не построить. И только первый президент республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров решается доказать обратное. Те годы, когда многие скептики говорили о том, что необходимо будет перенести столицу Чеченской Республики в Гудермес и так далее, в новом месте возрождать новую столицу. И тогда Ахмат Хаджи Кадыров принял судьбоносное решение, сказал, что город был, есть и будет на том месте, где он сейчас находится. И благодаря вот такой жесткой позиции нашего первого президента, сегодня, благодаря усилиям и консолидации всего общества и во главе с нашим лидером Рамзаном Хаджи Кадыровым, прекрасный город Грозный возродился и сегодня радует глаз и жителей, и наших гостей. Так совпало, что ровно 12 лет назад, 5 октября 2003 года, Ахмат Хаджи Кадыров становится первым президентом Чеченской Республики. На него возлагает надежды не только федеральный центр, но и чеченский народ, уставший от почти десятилетнего беззакония. Гости отмечают день рождения в новом облике. Город сегодня отмечает благодаря сплоченности народа со своим лидером. Хочу поздравить весь чеченский народ с Днем города Грозного, вашего лидера, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который продолжает дело своего отца Ахмата Хаджи Кадырова, которые действительно возродили республику из пепла и дали чеченскому народу очень мощный толчок в прогресс, понимаете? То есть вы действительно сейчас находитесь среди лидеров народов России и показываете, в принципе, как нужно жить, как нужно ухаживать за своей землей, за своим городом. Мэр отмечает, Грозный уже признан одним из самых перспективных и красивых городов России, однако останавливаться на достигнутом нельзя. Прекрасно помню, каким был город Грозный, вернее, то, что оставалось от города Грозный, это руины, город практически был мертв. Сделано в городе Грозном, это Чеченской Республики, очень много, но предстоит еще больше сделать. Грозный сегодня выходит на новый уровень своего развития. Увеличивается не только количество инвесторов, но и поток туристов. 200-летие столицы будут отмечать на государственном уровне. Это и есть лучшее признание того, что Грозный не только справился с кризисом, но и активно развивается. Азия Исаева, Седа Сапарова, новости.